Интинские пожарные ежегодно участвуют в профессиональных конкурсах и соревнованиях. Спасатели принимают вызов и испытывают свои возможности в различных состязаниях, как регионального, так и всероссийского уровня. Недавно сотрудник 33-й пожарно-спасательной части Владислав Коваль выступил в составе сборной Республики Коми на всероссийском смотре-конкурсе МЧС России «Лучший пожарный». Стаж Владислава Коваля более 5 лет. Первые полгода он работал в Сыктывкаре. Потом, как появилось место, перевелся в пожарную часть родного города. Борцом с огнем он стал не случайно. Владислав сознательно выбрал эту профессию. Говорит, что ему действительно это интересно. Здесь нет предела для самосовершенствования. Владислав Коваль имеет разряды по разным видам спорта, и благодаря своим профессиональным навыкам и прекрасной физической форме ему удалось попасть на всероссийские соревнования. У нас был отборочный этап, получается, сначала среди части, получается, потом среди отряда, это более 4 городов, получается, Инта, Печора, Воркута, Усинск. И в Сыктывкаре республиканский отбор. После республиканского отбора у нас был северо-западный отбор, мы везде прошли, получается, и допустили на российские соревнования. Мы ездили, получается, как с командой в город Иваново, выступали на всероссийских соревнованиях, лучший начальник караула, лучший пожарный России. Выступали, получается, 2 дня. Первый день была у нас, получается, теория, и домашнее задание. Домашнее задание проходило формат ноу-хау, который ты придумаешь с спасательным оборудованием, получается, данным на цистерне. И второй день это полоса препятствий, получается. Выступил довольно-таки так неплохо для первого раза, как 9-й среди такого количества участников. Но дальше будет, надеюсь, лучше. В городе Иваново состязались команды 12 регионов, среди них лучшие из лучших. К примеру, один из участников вошел в книгу рекордов Гиннесса по времени задержки дыхания. Владислав Коваль не впервые участвовал в таких крупных профессиональных состязаниях. До этого в августе в Московской области прошли открытые соревнования пожарных и спасателей «Пожарный Олимп», а на прошлой неделе он побывал в Печоре на вертикальном вызове. У нас такой же вызов проходил в Питере, и такое же количество этажей. И у нас руководство отряда, которому большое спасибо, они провели в Печоре на объекте, получается, где более 33 этажей, получается, вертикальный вызов. Это ты, получается, одеваешь полную амуницию и идешь наверх, получается, со всей экипировкой, включенной в систему. Состязания определяли наиболее подготовленных в физическом и профессиональном плане пожарных. 100-метровая высота преодолевалась в полной боевой экипировке и в кислородной маске. Вес оборудования, которое несет с собой огнеборец, превышает 25 килограммов. И без соответствующей физической подготовки этого просто не сделаешь. Пожарному почти всегда нужны эти данные, получается. И на каждом вызове ты испытываешь все те же самые ощущения, которые ты испытываешь на соревнованиях, даже в 2 раза больше чаще всего. Что помогает вам держать форму? Мне помогает как вид спорта, получается, бег, тяжелая атлетика и пожарно-прикладной спорт, который у нас развивает начальник части. В физической подготовке Владислав Коваль уделяет особое внимание. Почти каждый караул пожарный тренируется, занимается по заранее утвержденному расписанию, в том числе совершенствует свои профессиональные навыки. Хотел сказать большое спасибо своему руководству, что они помогли в этом непростом деле, получается, на соревнованиях начальнику отряда Пищуле Алексею Евгеньевичу и начальнику части Фомичеву Алексею Витальевичу, и второму, как начальнику части, который переехал, Бондаренко Дмитрию Сергеевичу. Без них этого результата бы не получилось и допуска на различные соревнования. На следующий год старший пожарный Владислав Коваль планирует вновь подать заявку на участие во всероссийском смотре-конкурсе. Уже сейчас он ведет активную подготовку.